Здравствуйте, уважаемые участники 5 Международного фестиваля древних технологий и культурных коммуникаций имени Тура Хейердала Дёшт-Тур. В Северо-Казахстанской области насчитывается 599 памятников истории и культуры, которые включены в государственный список памятников Республики Казахстан, из них 8 памятников имеют статус республиканского значения. Центр по охране и использованию историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области представляет обзорный видеоролик, посвященный ранее неизвестному сакральному и культурно-политическому центру одного из северо-восточных улусов Золотой Орды некрополя Кызыл-Оба. Тимур Смагулов, руководитель археологической экспедиции. Уже в течение нескольких лет мы ведем здесь археологические работы. И вот в 2019 году были проведены рекогносцировочные раскопки, был выявлен фрагмент сооружения, который, по нашим предположениям, являлся крупным средневековым мавзолеем. Тогда же возникла гипотеза и о том, что здесь, на берегах реки Селиты, в древности существовал крупный культурный, сакральный центр эпохи Золотой Орды. И вот после 3 лет упорных поисков
удалось обнаружить великолепный мавзолей, который датируется XIV веком, 30-ми, 40-ми годами XIV века. Здесь, кроме некрополя, нам повезло найти и обжиговые печи. Это печи, предназначенные как для обжига кирпича, который шел на строительство общественных сооружений, усадеб, для строительства мавзолеев, так и печи, предназначенные, вероятно, для производства керамики, для плавильного производства. Кроме того, здесь мы нашли и остатки поселений. Это объекты с культурным слоем, в которых есть керамика, кости животных. Вот, и сегодня границы этого объекта они увеличились многократно. И в этом году заложено порядка около 2 десятков раскопов, в которых найдены архитектурные памятники, которые все они относятся к середине XIV столетия. И вот масштабы этого объекта говорят о том, что вот эта гипотеза первоначальная о том, что здесь существовал крупный сакральный государственный центр кочевников Золотой Орды, она полностью подтвердилась. И здесь необходимо проведение широкомасштабных работ с привлечением специалистов, антропологов, историков, этнологов, для того, чтобы, проведя комплексные исследования, понять и описать различные стороны развития общества, которое здесь имело место в XIV столетии. Масштабы обнаруженных объектов археологических говорят о том, что здесь, в Северном Казахстане, находится крупнейший на сегодняшний день сакральный центр ислама, потому что все памятники, которые здесь изучаются, это памятники мусульманские. Это святыни, которым поклонялись наши предки на протяжении многих-многих столетий. И если проводить какие-то вот такие аналогии, то можно говорить о том, что здесь находился комплекс сакральный, сопоставимый с такими объектами, как вот памятники Улытау, Абат-Байтак, Сарайчик и многие другие золотоордынские центры. Нужно сказать, что эти исследования, которые проводятся археологами, они очень важны для реконструкции историко-культурных процессов. Дело в том, что в X-XII веках здесь, на землях Северного Казахстана, существовал государственный центр кимаков и кыпчаков. А затем, после его падения, нет конкретных данных из письменных источников, практически здесь нет археологических материалов, которые бы говорили о тех событиях исторических, которые происходили в XIII, XIV, XV столетиях. Тот период, как раз, когда происходило сложение этнической территории казахского народа, его государственности. И вот раскопки здесь, в урочище Кызылаба, на берегах реки Селиты, они как раз восполняют вот эту историческую лакуну, наполняют ее фактическим материалом. И сегодня уже на основе доказанных научных фактов мы можем говорить о том, что здесь существовало земледелие, поливное земледелие, ирригация, существовало и развивалось ремесло, торговля, архитектура, градостроительство. И, конечно же, эти данные очень важны для того, чтобы мы реконструировали всю картину историко-культурных процессов, которые имели место на территории нашей страны в XIV-XVI веках. Самым массовым материалом при раскопках некрополя золотоордынского периода являются керамические кирпичи. На мавзолее Кызылаба они представлены 3 видами: подквадратной формы с условными габаритами 21 на 21 см и толщиной в 5-6 см, и их половинный размер 21 на 10 см с аналогичной толщиной. Как мы видим, вся площадь вокруг мавзолея, как и само строение, возведено преимущественно из них. В основании сооружения находится тройная кладка, основу которой составляют целые экземпляры. Второй слой укреплен сырцовым раствором, включает фрагменты и отбракованные куски. Сверху они перекрыты кладкой из подквадратных экземпляров. Как можно видеть, в кладке мавзолея присутствуют экземпляры, которые разнятся не только по составу и обжигу, но и носят следы профилировки и отпечатки в виде следов пальцев, кулаков. На отдельных фрагментах есть следы косули, собаки, крупного рогатого скота, на одном фрагмент крыла насекомого. Это подтверждает огромный потенциал исследования данного строительного материала специалистами различных направлений для того, чтобы получить как можно более обширную ретроспективу жизни, которая происходила здесь около 600 лет назад.